Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show. На сайте Всемирного конгресса татар появился долгожданный документ. Но это отнюдь не стратегия, а всего лишь ее эскиз. На 9 графических рисунках показаны цели и задачи. Это своеобразная дорожная карта, по которой, как уже решено, члены Академии наук и будут составлять судьбоносный документ. Повысить уровень самосознания народа, создать единое социально-культурное пространство, приблизиться к современным реалиям и обеспечить развитие нации. Казалось бы, постановка задачи ясна. Остается один и самый главный вопрос – как все это сделать? Вопрос, на который светлые умы ищут ответ сами. Пока презентация эскиза будущей стратегии, которая массово началась в районах, больше напоминает выход с лозунгами, которые, по-видимому, и должны объединить народ в поисках своего светлого пути. Biz qoya topa harakat etamiz. Biz qoya borarga tiyishmiz. Strategiya har yo'nalishda shusha so'rovlarga javob izlaydi. Представители Национального совета Милли Шура, несомненно, в стратегию могут внести такой пункт, характеризующий нацию как гостеприимство и радушие. Этого уж точно у татар не отнять. Делегацию из Казани в каждом районе встречали песнями и плясками. Такое начало действительно вселяет надежду на то, что беседа должна получиться конструктивной. Только вот за этим праздничным переполохом многие так и не смогли объяснить, с какой важной целью все собрались. Татар конгрессіне келдік. Нендей мәселелер қаралачак? Сіз бұл турда хабардармы? Мен ол турда хабардар түгел. Ғафу етіңіз. Татар конгрессы утырышы булгач инде миңа калса бүген бүтүн татар дөньясында бара торган проблемалар турында, татар телен саклау, татар мәдәниятенә карашын турында сөйләшү була торгандыр дип уйлыйм мин. По словам председателя Национального совета Милли Шура Василия Шейхразиева, такой своеобразный национальный десант из Казани выехал неспроста. Было решено, что именно в районах необходимо устроить мозговой штурм, чтобы услышать мнение каждого. Предложения из народа будут обобщены и станут основой для создания будущего документа. Правда, из зала народ больше задавал насущные вопросы, и многие хотели получить ответ здесь и сейчас. 20-30 елдан соң татар мәктәпләрендә, әгәрдә алар калса, рус мәктәпләрендә туган телебезне безгә кем укытыр? Шушы юл картасына, шушы стратегияга, шушы авыл муллаларына законны зарплата эшләп булмас микән? Ничек поддержать яшь гаиләләрне бүген? Если ты начинаешь говорить, скажем, о том, что вот в сельских районах мы будем развивать там институты, всякие там дома культуры будем строить и так далее. Первый вопрос, который возникает, за счет каких денег? Экономическая база недостаточно прорисована. На многих встречах обсуждение будущей стратегии больше напоминало лекцию, нежели конструктивный диалог. В Набережных Челнах, в городе, который в 90-е годы пережил бурное национальное движение, спустя 30 лет ажиотажа не случилось. Самыми активными участниками обсуждения оказались все те же знакомые лица. Халык бу сүзне көтте, әмма ләкин уларны стратегия дип кабул итми. Татар милләтенең исән калу юлларын эзлиләр безнең җитәкчеләребез, зиялыларыбыз дип уйлый. По словам политолога Руслана Айсина, выход с эскизом стратегии будущего национального развития в массы – дело было правильным. Сегодня как никогда необходимо поднимать самосознание народа, чтобы почувствовать эту силу единства. Но вот в разработке самого судьбоносного документа должны участвовать самые компетентные специалисты на основе серьезных фундаментальных исследований, начиная от истории и заканчивая экономикой. Документ разрабатывается Академией наук, но за бортом оказалось огромное количество людей, мнение которых пока не учли. Нужны группы интеллектуалов, там социологи, политологи, психологи. Я лично настаиваю на том, чтобы там были футурологи, если мы сможем их найти. Но пока Академия наук не смогла этих людей собрать, к сожалению. То есть, и это показывает в целом кризис гуманитарной мысли и у татарского народа, и Республики Татарстан в частности. Но надо провести фундаментальный анализ, во-первых, того, что с нами случилось. Ну, даже включая, скажем, весь советский период, необходимо обдумать. Я вот уже писал, татары, которые в начале 20 века были одними из самых развитых тюрко-мусульманских народов, на самом деле сейчас уже не стоят на передовых позициях в тюрко-исламском мире.
вот этого концептуального ядра не было. Сначала надо разработать общие проблемы, которые существуют. Насколько будет правильно выстроена тактика, зависит судьба документа, который определит будущее татарского народа. Остается только надеяться, что в конфликте интересов может зародиться истина. Главное, чтобы не получилось, как во всеми известной басне про лебедя, рака и щуку. Тем более, что и времени на обдумывание остается немного. Стратегию планируют представить уже 30 августа 2019 года на съезде Национального совета Конгресса. Эльзира Юзаева, Роман Безменов, Ильшат Аюпов и Рамиль Закиев. 7 дней. Татнефть-арена представляет 10 февраля. Встречай День влюбленных с Big Love Show.